Бисмиллахи рахмани рахим. Об усердии на пути Аллаха, джихаде. Мы видим, что подготовка к джихаду, к усердию на пути Аллаха, является одним из видов поклонения, одной из частью фикха. Мухаммад, саллаллаху алейхи, определил усердие на пути Аллаха, джихад, в двух видах. Джихад словом и делом. Усердие словом особенно актуально сейчас, в нынешнее время, когда идет массированная атака со стороны средств массовой информации противников ислама. Чего только не говорят и какие только ярлыки не приклеивают мусульманам. Неосведомленные репортеры и журналисты спешат быстрее очернить, быстрее довести какую-то неправильную информацию, которая возникает в виде сплетен или в виде каких-то слов недоброжелателей. И они быстрее стараются довести это до масс, тем самым говоря, очерняя и показывая, что ислам – это страшная религия, это фанатизм, это средневековье. Высказывание, вот, например, высказывание историка о лире. История, однако, совершенно ясно доказывает, что легенда о фанатиках-мусульманах, которые ходят по миру и силой оружия обращают в ислам порабощенные народы, это один из самых фантастических и абсурдных мифов, которые историки когда-либо рассказывали. Делейн О'Лири, «Ислам на распутье», Лондон, 1923 год. Французский востоковед Седиллот, живший в периодах 1808-1875 годов, считал своей обязанностью сказать следующее. Время между IX и XIII веками было отмечено в исламе быстрым развитием литературы. В результате активизации человеческой мысли был сделан огромный скачок в науке. В мире ислама появилось очень много ценных изобретений и открытий. Это оказало большое влияние на Европу. Настолько большое, что мусульмане заслуженно могут называться нашими учителями. Эта истина долгое время умалчивалась. Профессор Готье, живший в периодах между 1864 и 1940 годами, вторит ему. В начале Ренессанса Европа, просыпающаяся от варварства, с благоговением взирала на блестящую культуру ислама. Джихад словом, усердие на пути Аллаха, означает и противостояние искаженной информации об исламе. Цель данного джихада – разъяснение основ шариата и также разъяснение того, что Всевышний Аллах через священный Коран и сунну пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, ниспослал для всего человечества высшие ценности и указал пути достижения этих благ. Джихад словом должен донести до людей, что спасутся от вечного огня ада лишь те из людей, которые будут следовать указаниям Всевышнего Аллаха. Высказывания и действия отдельных мусульман или общин, групп, сбившихся с верного пути, толкающих мусульман на противостояние всему и вся, не имеют ничего общего с предписаниями милостивого
милосердного Создателя и сунной пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Пожалуй, джихад в виде разъяснения сущности ислама в наше время является одним из самых трудных и наиболее необходимых форм. Это потому, что, несмотря на кажущееся обилие литературы по исламу, на книжных полках чаще всего можно встретить брошюры, книги, сплошь напичканные реформаторскими идеями и измышлениями заблудших. Особенная опасность заключается в том, что такие сведения даны вперемешку с настоящими знаниями, почерпнутыми из книг приверженцев Ахль-Сунна валь-Джамаат. Как правило, в выходных данных такой литературы, с позволения, можно сказать, такой литературы, выходные данные отсутствуют, или имя автора, или не указаны источники, или имя автора как-то завуалировано под какие-то имена по названиям своих сыновей, то есть ни фамилии, ни имени, ни отчества, а какие-то по Абу Фалян или Абу Фулян. Встречаются и такие издания, где вообще отсутствуют выходные данные. Иногда такую литературу распространяют сами же мусульмане, не зная, какой они вред несут в обществе. Но чаще всего распространением такой литературы плод усиленной подрывной деятельности противников ислама. Противники, враги ислама имеют огромные средства и большой опыт. И будьте уверены, они не дремлют, в отличие от многих беспечных мусульман. Кстати, не надо забывать, что враги ислама могут выглядеть и как шейхи, и как простые мусульмане, и как истинные сторонники мусульман. На самом деле эти люди стремятся или к власти, или к обеспеченной жизни. Сторонников они вербуют себе порою и среди людей светских, образованных, но мало разбирающихся в религиозных вопросах. Если человек прикладывает все свои духовные, физические и материальные возможности для распространения веры в единого Создателя, то этот человек усердствует на пути Аллаха, совершает джихад. Вместе с остальными ежедневными видами поклонения, которые мусульманин совершает по предписанию Всевышнего Аллаха, усердствование на пути Аллаха является для него обязанностью. Каждый мусульманин должен бороться с нововведениями, бид'ат, в исламе, и со всем тем, что ведет к падению нравов, к возврату веры в многобожие или к идолопоклонству. Усердствование на пути Аллаха, джихад, совершается исключительно ради Аллаха, ради Его довольства. Постоянная цель – распространение света веры в единого Создателя, защита обладателей такой веры и распространение знаний о вере и среди тех, кто еще не встал на путь ислама, и среди тех, кто считает себя мусульманином, но не знает элементарных основ веры.
Джихад или усердствование на пути Аллаха делом в виде военных действий, в виде каких-то выступлений совершается не отдельными личностями или группировками, или группами, а только самим государством и в составе государства. Законы, которые не противоречат шариату, то есть Корану и Сунне. В противном случае, когда отдельные люди объявляют джихад, или отдельные группы, какие-то общины, объявляют джихад и вербуют себе сторонников вразрез интересам государства, расценивается в шариате не более как провокация, фитна. На протяжении многих веков было немало случаев, когда отдельные политические деятели или группировки объявляли джихад и, придя к власти при помощи обманутых мусульман, с ними же и расправлялись. Захват в заложники детей, стариков, женщин, взрывы домов, тем более убийство невинных людей никогда не являлось целью военного джихада по шариату. Это противоречит шариату. Всевышний Аллах предписывает усердие на пути Аллаха, но предупреждает при этом не переступать. Например, в суре Бакара, в 190 аяте говорится: «И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами, но не преступайте. Поистине Аллах не любит преступающих». Джихад – это амр ма'руф, призыв к добру, и нахи аниль мункар, удержание от зла, что означает необходимость разъяснения людям сущности ислама, призыва мусульман к правильному, одобренному образу жизни в исламе и удержание их от совершения недозволенных, нечестивых действий, харама. Ложь и истина противостоят друг другу в самых различных формах, поэтому и усердствовать на пути Аллаха необходимо везде и постоянно, вплоть до судного дня. И в этом противостоянии мусульманин должен быть на стороне истины, справедливости. Но это только одна сторона так называемого усердствования на пути Аллаха, джихада. Это одна форма, открытая форма. Есть еще скрытые формы, джихадуль акбар, которые стоят выше вот этих. Это борьба с самим собой, со своими страстями. Это в конце концов повышение своих знаний, преодоление своего невежества. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, говорил: джихад – это не только размахивание саблей. Только настоящие знания могут помочь мусульманину усердствовать на пути Аллаха, совершить джихадуль акбар, высший джихад, цель которого – победа над собой, над своим невежеством, над своими слабостями. И эта форма усердствования джихада считается главной в исламе. Борьба со своим нафсом, со своими страстями, с невежеством, со своими слабостями. Это и есть основная и главная форма усердствования на пути Аллаха, джихада в исламе. А по поводу джихада путем распространения знаний, пророк Мухаммад ﷺ говорил: в судный день будут взвешены на одной стороне весов кровь шахидов
и чернила ученых. Чаша с чернилами ученых превысят, перевесит, сказал он. Да простит Всевышний Аллах все грехи и ошибки верующих в Его предписание, а заблудших направит на путь истины.